Всем добрый вечер. Я уроженка Казани, я татарка. Была коммерческим директором завода, то есть вышла из госструктуры. Я создала свою команду, и у меня был свой частный бизнес, были свои мебельные магазины. Вот. А потом я понимала, что время идет вперед, нужно еще что-то менять. И 25 лет тому назад я познакомилась с китайской компанией, стала финансовым директором этой индустрии красоты и здоровья. И вот уже 25 лет я плотно работаю с Китаем. Сегодня я акционер китайского завода, точнее нескольких заводов в Китае. И активно занимаюсь тем, чтобы те наши препараты, которые делают людей здоровыми, потому что лечить, врачей много, лечить это та стадия, когда уже действительно нужно лечить, а лучше, как говорится, здоровье свое беречь, да, или поддерживать, точнее. Поэтому моя компания занимается как раз тем, что поддерживать наше здоровье. То есть мы выпускаем витамины, БАДы, массажеры, средства личной гигиены, уходовая косметика. Вот. То есть то, что делает нас еще молодее, еще красивее и здоровее. Вот. И в прошлом году я решила, что нужно и в России наш бренд завести. То есть нас никогда в России не было, Китай продавал только на своей территории. Вот. Поэтому я сейчас на стартапе, вот целый год мы занимались тем, что проходили определенные этапы юридические, то есть нужно было стать акционерами здесь, внутри страны нашей, проходили сертификацию. Вот. Здесь, в Москве, у нас есть учебный центр на Ленинградском проспекте 27. Поэтому, ребята, кому интересно пройти еще одну профессию, допустим, косметологию или новое что-то узнать для себя по здоровью, у нас вся обучающая программа бесплатная. И можно получить еще международный сертификат. Поэтому можно еще и заработать денег, кому хочется дальше пойти. Поэтому, ребят, я вас приглашаю. Кому интересно, телефоны все мои вам дадут. Татары своих не бросают, как говорят, да, то есть всем, чем я смогу, я как руководитель этого проекта, я всех поддерживаю. Мало того, что у нас не только в Москве, и в Казани, и в Санкт-Петербурге, и на Урале, уже везде начинают открываться новые представительства. Возможно, вы какое-то захотите открыть представительство, и я вам тоже в этом помогу. Поэтому приглашаю вас всех к себе. Кому интересно, милости просим. Вот. Очень неожиданно и приятно вообще здесь находиться. Это большая ответственность. Я работаю со стартапами, с резидентами в Сколково, а работать со студентами, мне кажется, это еще больше ответственность. Там уже устоявшиеся личности со своим мнением, а у вас у многих только формируется вот это свое будущее. В общем, поговорим про эффективную коммуникацию, поделюсь где-то своим опытом. Если будут вопросы, можете спрашивать. Вот. Я провожу нетворкинги по всему миру, знакомлю людей, вообще считаю такой своей большой миссией сокращать рукопожатие с 6 до 1, чтобы можно было по одному звонку решать свои вопросы. И, наверное, одна из ключевых истории вот вашего сообщества, тоже решать какие-то свои вопросы, чтобы вы могли обратиться к любому участнику вашего сообщества и решить какой-то запрос. И организовываю всякие конференции, мероприятия. Вот, если кто-то захочет, может быть, поучаствовать в каком-то мероприятии, может быть, кто-то хочет тоже организовывать, в общем, я буду рада помочь, подсказать. Максим, продолжай. Ну, здесь собрала такие крупные компании, с кем я работала, для кого делала мероприятия, у кого проводила нетворкинги. В общем, то, чем я горжусь, и решила тоже сюда их добавить. Продолжайте. Что такое коммуникация? Вот кто вообще понимает, что такое коммуникация? Общение, взаимодействие с людьми. А что такое эффективная коммуникация? Хорошее общение. Чтобы и тот, кто общается, те люди, которые общались, получали наибольшие выгоды, и им нравилось разговаривать. Ну да, выгоды, наверное. А что такое неэффективная коммуникация? Да, грустно с кем-то общаться ты не хочешь. Грустно? Ты не получаешь никакой информации, ждешь, пока он договорит, чтобы идти общаться с кем-то интересным.
Вот это, кстати, проблема на нетворкингах, когда к тебе подходит человек и 5-10 минут рассказывает о себе, а ты не можешь даже ему сказать «нет» и уйти дальше. И вот я создаю такие пространства, где даю лимитированное количество времени, чтобы вот никому не досаждать, и за минуту человек мог презентовать себя и пойти знакомиться дальше. Мы сейчас с вами коммуницируем. Эффективная коммуникация, получение желаемого положительного результата. Неэффективная, соответственно, отрицательного результата. Как стать человеком, которому всегда рады, как подружиться с миллионером, как критиковать, чтобы вам были благодарны, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Я начну с рекомендаций, рекомендую к прочтению книгу, мне кажется, она всем нужна. Это Дейл Карнеги, и прикрепила QR-код. У нас есть один из резидентов, Роман Сергеев, который делает короткие саммари по классным книгам. Вот кто не любит читать, можете переходить на его канал и там просто за 20 минут узнавать какую-то такую интересную информацию по книгам и понимать, будете вы ее читать или нет дальше. В общем, я у себя нашла эту книгу. Она в таком эксклюзивном старом варианте, не знаю, откуда она у меня нашлась, но это значит, что она на века, она полезна. Я сегодня кому-то подарю из вас, не знаю кому, кому-то, наверное, она будет сегодня нужнее. Это как раз-таки эта книга, она про коммуникацию, она про то, как общаться эффективно с людьми, как знакомиться, как дружить. Вот. В общем, рекомендую всем к прочтению, кому-нибудь подарю. Это одна из фраз этой книги. Я ее немножко по-другому интерпретирую. Вот вы приходите, например, боитесь идти куда-то на экзамен, на собеседование. Представьте, что самое грустное может произойти, самое страшное, что может случиться. Вас отчислят, вас не возьмут на работу, не знаю, вот что-то самое ужасное, смиритесь с этим и сделайте все, чтобы этого не произошло. Просто отпустите, и вам станет легко, и окажется, что на самом деле не все так страшно, как вы боялись. Правила эффективной коммуникации. Знайте конечную цель, чего вы хотите добиться. Вот вы идете уже на какие-то переговоры, вы знаете, что вы хотите получить. И знаете нижний порог, ниже которого вы не готовы опуститься. Если вы идете на экзамен, хотите получить 5, но в целом готовы к троечке, то получаете тройку, идете довольны. Если не готовы, то там уже, соответственно, пересдавайте и так далее. Нет, Максим, еще рано. Слушайте больше, чем говорите, когда вы приходите к собеседнику, общаетесь с ним, особенно на нетворкингах это часто, ты слушаешь собеседника, вроде бы слушаешь, а на самом деле в этот момент думаешь о чем-то своем, думаешь о том, что ты ему скажешь в этот момент. И будьте искренне заинтересованы людьми. Когда вы общаетесь, слушайте внимательно. У каждого есть из нас друг, который приходит, спрашивает: «Привет, как дела?» Ему даже не интересно узнать, как у вас дела. Не будьте таким другом. Если вы хотите внимательно коммуницировать с людьми, эффективно добиваться своих целей, вы будьте внимательны к человеку, поймите, что ему интересно, и вы этим можете потом управлять. Правило Глеба Жеглова: говоря с людьми, всегда улыбайся. Вот вы заходите на любую встречу, улыбка, она решает очень много. Приходит, там сидит какой-нибудь начальник грустный, вы зайдете к нему, улыбнетесь, у него сразу сердце растает. Это правда работает. Как часто вы улыбаетесь? Давайте улыбнемся все. Вот с утра просыпаешься в плохом настроении, работает история, просто натянуть улыбку, и у тебя правда изменится настроение. Я проверяла. Поднимите руку, кто делает комплименты просто незнакомым людям. Давайте сейчас каждый из вас повернется к своему соседу и сделает один комплимент. Вот первое, что он увидит. Сделайте мне комплимент. Не бойтесь спрашивать то, что вам интересно. Всегда. Если вам что-то непонятно, вы приходите и обращаетесь к любому человеку. У вас сейчас огромные возможности, чтобы решать свои вопросы намного быстрее, намного эффективнее. Сколько важны знакомства в наше время? Это такой риторический вопрос, но вот кто считает, что они важны, знакомства? Наверное, не просто так вы здесь. А поднимите руку, кто вообще никого не знает в этом зале. Я уже знаю. То есть вы в целом постоянно собираетесь, тусуетесь, знаете друг друга? У нас есть новички. Но они, значит, с кем-то пришли. Они кого-то здесь знают. Нетворкинг, вот для меня, я тоже не рожденная в СССР, но
знаю, как это происходило. Нетворкинг — это как кумовство, когда связи решали все. Я родом из Ростова-на-Дону, у нас все решают только связи. Я, когда была маленькая, мне говорили, что можно добиться чего-то либо через связи, либо через деньги. У меня было ни одного, ни другого, и у меня все решали коммуникации. И вот сейчас я занимаюсь коммуникацией. Не знаю, как это происходит. Ну вот как-то вот я пришла к тому, что я приехала из Ростова в Москву и потом работаю в Сколково, давно об этом мечтала. Что касаемо университета, первое мое образование, я технолог сельского хозяйства. Я окончила университет с красным дипломом. Не могу сказать, что я отличница, но у меня тоже все решали коммуникации. И вот почему я вас попросила делать друг другу комплименты, улыбаться. И все, что я сейчас говорю, это правда работает. И вот у меня так работало в университете, когда я прихожу на сдачу экзамена, я понимаю, что я ниже пятерки не хочу получить. И оно как-то машинально что-то включается. Я либо делаю комплимент, вот это реальная история. Я прихожу сдавать зачет, причем я думаю, не сдам, ладно, приду пересдавать. И просто начинаю общаться с преподавателем, говорю, блин, такой красивый маникюр. Мне правда искренне понравилось. И все, и она начала рассказывать про свой маникюр, как она ходила, да, спасибо, разглядывает, давай зачетку. И пошла. Я такая, серьезно, так работает? Вот, поэтому, в общем, рекомендую это использовать в своей жизни, но главное это делать искренне, потому что если вы начнете, так, чтобы отмазаться, это прям чувствуется, когда вы искренне общаетесь. Мир теснее, чем нам кажется. Друзья, родственники, друзья друзей, знакомые знакомых. На самом деле это сотни человек, которых вы, как бы то ни было, знаете. И вот, возможно, здесь среди вас есть, не родственники, но знакомые. Да, там в Инстаграме подписываемся кому-то, в Телеграме, там, не знаю, ВКонтакте, у нас есть общие друзья. И это правда работает. Это вот про теорию 6 рукопожатий, что сейчас с появлением социальных сетей вот эти рукопожатия, они уже уменьшились. Поэтому если вы хотите что-то найти, вы это можете сделать вообще по щелчку пальцев. Главное захотеть. И на самом деле не бывает ничего невозможного. Если вы в чем-то сомневаетесь, что-то боитесь найти, вот прям не сомневайтесь и делайте. Я, например, через одно рукопожатие знакома с Дональдом Трампом, поэтому считайте, что вы тоже знакомы. Вот. Про вот эти вот невозможные возможности, все, в общем, возможно. Давайте дальше. Не бойтесь говорить о себе, заявлять о себе. Не знаю, есть кто-нибудь блогер здесь среди вас? А кто хочет стать блогером? Нет? Ладно. Нет, в общем, на самом деле, блогерство — это тоже классная история, когда люди заявляют о себе, они говорят о своих компетенциях, и многие понимают, зачем к ним можно обратиться. Вот это сила нетворкинга, когда каждый из вас будет знать, чем вы занимаетесь, в чем ваша сильная сторона, в чем вы можете помочь друг другу. Может быть, вы начнете ходить, не знаю, кататься на лыжах вместе, либо вы рисовать любите, либо, вы СММ чем-то занимаетесь. И вы сможете усилить друг друга и помогать. Поэтому не бойтесь говорить о себе. Вот вы сегодня пришли сюда. Будет классно, если вы найдете хотя бы 2-3 новых контакта, с кем вы будете потом дружить. Вот мы познакомились там за круглым столом с 2 парнями, которые познакомились тоже здесь. Оказалось, они с одного университета, и они сейчас дружат. Это же классно, когда вы находитесь в большом городе. Мне кажется, Москва — это целая страна в стране, и когда у вас есть свои друзья, единомышленники, это очень здорово, что вы здесь собираетесь. Не знаю, что там еще осталось. Это можете скачать, в общем, это переход на мой телеграм-канал, я там просто о своей жизни пишу, но там по QR-коду я выступала в Казани в этом году и собрала для стартапов, тоже для айтишников, гайд максимально эффективной самопрезентации. Это больше такое для темы бизнеса, но вам тоже может понадобиться, когда вы приходите знакомиться, такая шпаргалка, какие вопросы можно задавать человеку, чтобы понять, чем он компетентен. И, о чем-то. Вы говорите, как вас зовут, в чем вы профессионально развиваетесь, за что вы отвечаете, создаете, но это больше для тех, кто работает в компаниях. Лучше всего у меня получается, какие у вас активы, какие у вас пассивы. Активы — то, в чем у вас есть запрос. Вы мечтаете
мечтаете выучить татарский язык, а кто-то его знает уже. Какие у вас активы? Это вы знаете, пассивы вы не знаете, и кто-то вам может помочь. И какая-то яркая фраза о себе. Но это обычно работает с предпринимателями, чтобы запомнить этого предпринимателя. Может быть, он там поднимался на Эверест, либо он прыгал с дельфинами, либо что-то еще. Вот что-то всегда запоминается не компетенции профессиональные, а вот что-то вот такое, не знаю, у меня 12 кошек, например, это не у меня, но вот кто-то что-то скажет, и только по этой фразе его запомнит. Да. Это моя любимая фраза. Я с самого детства много путешествую, и мне очень нравится, что мои родители ко мне прививали не материальные ценности, а ценности получения эмоций. Поэтому вот моя фраза: жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов, а количеством моментов, когда счастье захватывает дух. Вот. Я желаю вам, чтобы у вас чаще в вашей жизни были такие яркие моменты, чтобы вы кайфовали и проживали каждый день, понимая, что вы живете для чего-то, улыбались, вот, и эффективно коммуницировали. У меня... Мен өзім Мәскеуде, оқимын Мәскеу Дәулет университетінде 3-ші курста, география факультетында. Мен өзім Мәскеуде, менің этихем, они алар Мордовияда. Один интересный факт о себе, который еще не повторялся. Но я был в 12 городах Татарстана за 8 дней, используя только общественный транспорт. Мне кажется, немногие так делали. Меня зовут Аиша, я учусь в РУДН на 2-м курсе, учу китайский и английский язык на переводчика. Из Москвы. Меня зовут Карим, я учусь на 2-м курсе Московского государственного юридического университета. Интересный факт, увлекаюсь старой аудиотехникой. Всем сервисес. Это все, что я знаю на татарском пока что. Меня зовут Юля, я из Башкортостана, учусь на клинической психологии. Интересный факт. Интересный факт, я люблю советское кино. Всем привет, меня зовут Илья, я учусь в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Я из Башкирии, из города Агидель. Всем привет, меня зовут Алмаз, мне 16, я учусь по специальности строительства, эксплуатации зданий и сооружений. Всем привет, меня зовут Тагир, я из Уфы, учусь на матфаке вышки на 2-м курсе. Интересный факт, я жонглировать умею. Всем привет, меня зовут Амир, я в вышке учусь на 2-м курсе ФКН. Интересный факт, я фокусы умею делать. Всем привет, меня зовут Булат, я родом из Нижнекамска, учусь на 4-м курсе по направлению наноматериалы. Интересный факт, я пишу рэп. Менің ісімім Гүлнара, мен 5-ші курста истфакта Высшей школы экономики да оқимын. Интересный факт, 5 жыл бакалавриатта оқимын, менә шундай көңілсіз факт. Исәнмесез, менің исемім Арсен, миңа 20 яш, мен чистый наполовину. Мен МГТУ имени Баумана университета УКМ, факультет энергомашиностроения, казак факт, мен гитара да уйны. Салам, меня зовут Сабина, я учусь в 3-м меди на стоматолога, 3-й курс. Я не знаю, как это Отлично, меня зовут Айсуло, мен оқимын МОДА 1-й курста экология, это интересный факт. Я жила в городе Октябрьске, тот самый, который есть самый длинный мост, там, где граница Татарстана и Татарстана. Всем салям, меня зовут Лина, я учусь в 3-й меди на стоматолога, латинского стоматолога. Интересных фактов у меня нет. Меня зовут Тимур, я студент Высшей школы телевидения МГУ. Из интересных фактов, я, наверное, единственный иностранец в этой аудитории. Я являюсь гражданином Казахстана, но по национальности я татарин. Здравствуйте, меня зовут Равиль, я учусь в МГТУ имени Баумана, я второкурсник из города Казань.
Что, из увлечений? Фотограф бауманский, ну и я еще фокусник. И подходите, я у вас удивлю, по крайней мере попробую. Сәлем сіз менің есімім Раниль, мен бірінші курста МХТУ Бауманда оқимын. Мен психология және коммуникациядамын һәм футбол. Қайырлы кеш, менің есімім Лилия. Литературный институтта художественный переводчик. Үшінші курста һәм фак. Мен бик еш ауылға кайтып келем. Benim ismim Leysen, men 5-chi kursdan Abdullah universitetidan o'qiyman. Mening kelajagimda Xitoy tili o'qituvchisi bo'lacaqman. Qiziqli fakt, men 1 yil Xitoy qizlari bilan birga yashadim, ham ular bilan hajda В Государственном университете нефти и газа имени Губкина на первом курсе на факультете разработки нефтяных и газовых месторождений. Интересный факт, я когда-то мастера спорта поступил. Мое имя Сабир, мен с Ульяновска, Ульяновской области. Вот, мен баянда играть умею. Слушаем вас сегодня. Беген юг, наверное. Мен Алматы ведь баян. Рахмет Эксбекзор. Я с РУДН, учусь на 4-м курсе менеджмент, управление бизнесом, название крутое, осталось только ему соответствовать. Если кто-то хочет вступить в землячество РУДН, если вы не из РУДН, пишите мне все равно в личку, как-нибудь договоримся. Интересный факт обо мне, это не факт, а скорее факап. Летом я решил заняться пленочной фотографией, все выверял, свет, съемка, потому что пленочная фотография у тебя только один шанс. Сделал 15-20 кадров, очень красивых, вроде бы. Начинаю в пленку выводить, оцифровывать, открываю фотоаппарат, а там нету в пленке. Понимаете? Вот это факт, чтобы якобы запомниться. Надеюсь, рукопожатия сместятся с 6 до 3 хотя бы. Все, если что, пишите, звоните. Всем привет, меня зовут Ильяс, я учусь на 1-м курсе магистратуры в РУДН с моим коллегой. Я учусь на нефтяника, интересный факт, я занимаюсь шахматами. Спасибо. Салям, меня Мисмем Камиля, мне 20 лет, я из университета Плеханова, так же как и предыдущий спикер, я учусь на менеджменте и интересный факт, я преподаю английский.
Thank you.